Что глобальные планы Путина – это уничтожение Украины. Но я абсолютно считаю неприемлемым паникерские настроения и возбуждение вот этого страха перед надвигающейся какой-то угрозой. Мне кажется, что отдав без боя Крым, отдав кровью, но малой часть Донбасса, некоторые люди успокаиваются тем, что планы России – это только пробить коридор на Крым. И если вот отдать там несколько еще районов на Крым, то все это успокоится, и мы будем дальше жить, как и жили, будем депутатами, олигархами, писателями, поэтами, а такого уже не будет. И тот, кто не понимает, что жизнь изменилась, он горько за это расплатится, но просто не хочется, чтобы за это платили простые люди, и чтобы не заплатила вся страна. Поэтому вот, я считаю, что надо ставить перед собой вот эту самую высокую планку, что ждать, что война будет идти очень долго, и планы у Путина глобальные. И когда ты находишься в Москве, ты просто понимаешь масштаб мракобесия, одурманивания, в котором находятся люди. И меня поражает, вот мы говорим, этого нет, того нет, всего нет. И у меня такое ощущение, что я нахожусь в столице малюпусенького, карликового государства, а не 46-миллионного страны. И маленький чеченский народ, не имея никакого вооружения, кроме стрелкового, и не имея систем залпового огня, самолетов и танков, 10 лет вел войну с российскими регулярными войсками. И, в принципе, я считаю, выиграл эту войну, потому что там залили все сначала напалмом, а потом залили все деньгами. И город Грозный сейчас самый красивый город России. За это платят российские налогоплательщики. Ну, но в 46-миллионной стране, 46-миллионной стране, что невозможно найти достойных героев, солдат, армию, людей. 46 миллионов. И вопрос стоит так. Есть тактические отступления, есть стратегические проигрыши. Если это перемирие, это такая-то тактический шаг, это хорошо. А если это уже проявление паникерства и сдачи, это плохо. И все зависит только от украинцев. Вот, либо эта страна останется через год, и украинцы ее защитят и отстроят. Либо, если ее не будет, значит так, как вы хотели эту страну. У меня вопрос, секунду. Вот буквально сегодня там я даже не то, что там один раз, несколько раз с разными людьми разговаривал, спорил. Очень многие ведь считают, что, слушайте, санкции работают. Санкции работают. Путин испугался. Там, евро в России сейчас уже впервые перевалил за 50 рублей, доллар под 40 рублей. Так если пойдет дело, так 100 рублей будет. Я прошелся по московским магазинам, и действительно, у меня не было долго в Москве. И цены растут, на прошлой неделе и так далее. Прошелся там по магазинам. Да, мне бросилось в глаза, что там стало меньше каких-то продуктов. Не всех, ну каких-то, но это иллюзия, что это остановит. Мы помним время, когда мы в туалете вместо туалетной бумаги использовали газету «Правда» и «Известия». И мы помним время, когда мы по карточкам получали масло и мясо. К счастью, украинцы это не помнят. Мы, белорусы, тоже жили получше. А в России это уже воспоминания слишком дальние. Давайте все-таки ближе к теме нашего разговора. И никакие санкции, и никакое отсутствие колбасы и сыра не остановят людей, которые одурманены и жаждут какой-то там победы. Павел, мы мысль поняли, уже хочется услышать ответ. Это чеченцы, которые смогли, я знаю, что Грозный обороняло 2000 чеченцев. Разница только в одном. Если у нас страна не мобилизуется, если у нас останется все по-старому, каждый будет решать свои личные вопросы, шансов у нас противостоять нет. Поэтому значит, тогда не нужна этим людям страна с названием Украина. Если вы не защищаете свой дом, предают тогда туда придут и другие люди заселятся. Вот такой вопрос и все. Должны наказываться. Потому что иначе у нас возможности вообще никакой не будет. Потому что солдаты, которые смотрят, что они там воюют, а там всем все равно, и все продолжается. Зачем им погибать? За что им воевать? И президент Порошенко не сможет отсидеться, как Ющенко, на своей пасеке. Потому что если президент Порошенко обманет наши ожидания и
будет себя вести не так, как он себя представлял, например, в американском конгрессе, то ему не будет места не только на пасеке, но даже в Украине и его детям. Я надеюсь, он это понимает. И понимают это министры. Я надеюсь, и понимают депутаты. Ну, неужели вы думаете, что если вы в очередной раз здрадите, то вам кто-то простит? Вам, может быть, украинцы простят, но тот, кто придет, вам не простит. Мені, знаєте, мені дуже неприємно перебивати Павла, тому що Білорусь говорить те, що думає кожен українець.